Снова в статусе «активен». Какие заболевания вернулись из-за отказа от прививок? В топ-5 вошли корь, паротит, полиомиелит, менингит и малярия. Некоторые из них уже распространились в нашем регионе. Если корь пошла на спад, то о переболевших свинкой детях жители Ингушетии слышат практически каждый день. Эпидемиологический паротит, или как принято называть его в народе свинка, это острое вирусное заболевание, при котором происходит воспаление слюнных желез. Сам вирус паротита, он поражает, в основном поражает возраст детей, это начиная от года, да, и заканчивая где-то старшим возрастом. Чем меньше ребенок, тем легче протекает паротитная инфекция. С возрастом у старших детей она протекает тяжелее, и больше осложнений бывает у старших детей. Заболевание, как правило, начинается остро. Температура может подниматься до 40 градусов. Отмечается боль в области ушей и перед ними, особенно при жевании и глотании. Повышенное слюноотделение. Воспаление околоушной слюнной железы вызывает увеличение щеки. Впереди ушной раковины появляется быстро распространяющаяся припухлость, которая максимально увеличивается к 5-6 дню. Против многих инфекционных заболеваний единственным средством профилактики является вакцинация. Своевременная вакцинация, она позволяет исключить тяжелые инфекционные осложнения, также и от паротита тоже, в виде паротитного менингита, паротитного менингоэнцефалита, панкреатита паротитного, и даже от заболевания сердца тоже могут быть, артриты могут быть после перенесенного паротита. И самое главное осложнение, которое уже в более старшем возрасте, дети, которые перенесли паротит, особенно в средней тяжелой форме, у них может развиться бесплодие. И у девочек, и у мальчиков одинаково. Опасность осложнения эпидемиологического паротита не вызывает сомнений. Больной изолируется до 9 суток. Детям, бывшим в контакте с больным, не разрешается посещать сады и общественные места в течение 3 недель. Однако проблема заключается в том, что у 30–40% заразившихся вирусом болезнь протекает бессимптомно. Поэтому избежать свинки, прячась от больных, не всегда удается. Соответственно, единственный путь профилактики – это прививки. Сегодня медики используют российскую комбинированную вакцину для профилактики сразу 3 болезней. Вактривер относится к живым вакцинам, то есть изготовленным на основе ослабленных штаммов вирусов. Против кори, краснухи, паротита вакцина называется Вактривер. Она делается в дельтовидную мышцу плеча. Ребенок не уходит сразу, смотрим температуру. Если нет, тогда отправляем ребенка домой. В течение 2 дней участковая медсестра наблюдает за этой прививкой. Чтобы мамаша с ребенком возвращалась и жаловалась на прививку, не было. Мою бытность не было. Согласно календарю профилактических прививок, вакцинация против паротита проводится в 12 месяцев и в 6 лет. Хотелось бы сказать самое главное. Риск от инфекционных заболеваний намного выше, чем риск от вакцинации. И поэтому очень хотелось бы обратиться к родителям с просьбой защитить своих детей от тяжелых осложнений инфекционных заболеваний. Зарема Ивлоева, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.